Семья Ат-Тавиль приехала в Ингушетию полгода назад. У Али и Саад 6 детей, 4 сына и 2 дочери. К сожалению, не все сыновья смогли выбраться из Газы. Они семьями еще находятся там. Родители надеются, что скоро оставшиеся члены семьи тоже приедут в Ингушетию. По словам беженцев, здесь им оказали поддержку как на уровне государства, так и местного населения. ونحن نفرح كذلك عندما يأتون ونقدم لهم أشهى الأطعمة. Отец семейства – полковник в отставке. Они долго думали, каким делом заняться в Ингушетии. Их друг Набиль Эль-Джубейли, араб, который проживает в Ингушетии 8 лет и является корреспондентом информационного агентства «Аль-Джазира», предложил открыть кафе с национальным колоритом. Именно он помог им освоить профессию баристы и нашел для них помещение, хозяин которого, узнав, что его кафе хотят арендовать палестинцы, отказался брать арендную плату. Он нам ключи отдал, он говорит: начинайте, работайте, они свет, газ, вода пока не берет, аренда тоже. Он говорит: работайте, вот станете на ногах, потом посмотрим. Семья рассказывает, что опыта работы в сфере обслуживания у них нет. Отец госслужащий, дочери учителя. Но зато женщины этой семьи прекрасно готовят, и поэтому они выбрали именно это направление. Главный шеф-повар – мама Саад Ат-Тавиль. Это кибин, хусум, фаляль, мутабаль. Это баклажан с кунжутной пастой. Пита. Это национальные бездрожжевые лепешки. Большинство посетителей хотят попробовать именно нашу национальную еду. Кафе работает всего 2-ю неделю. В меню как национальная кухня, так и привычный всем фастфуд. Здесь также можно попробовать экзотические для народов Кавказа национальные напитки арабов. Но пока люди идут сюда не просто на обед, а чтобы выразить слова поддержки братьям по вере. Нужно отметить, что новое заведение очень светлое и просторное. Здесь гармонично сплелись 2 культуры – ингушей и палестинцев. Получилось очень атмосферное пространство. Люди приходят и оказывают колоссальную поддержку этой семье. Именно это помогает им справиться с переживаниями за своих детей и внуков, которые остались на родине в суровых условиях. В кафе «Ла Каса Палестина» работает и друг семьи Марям Шамия, которая приехала в Ингушетию с мужем и детьми. Остальные, все родные и близкие, не смогли выехать и остались на родине. Вспоминая о родных, девушка не может сдержать слез. В Газе она работала учителем математики в школе. У нас вкусная еда, мы хотели, чтобы ингуши попробовали нашу еду и познакомились с нашей культурой, наши вкусные домашние лимонады и палестинские закуски. Спасибо ингушам за помощь, за поддержку. Пока кафе работает в тестовом режиме. Если все пойдет хорошо, то семья Ат-Тавиль пригласит на работу профессионального шеф-повара. Кафе «Ла Каса Палестина», что в переводе означает «Дом Палестины», находится в нескольких метрах от центральной мечети сердца Кавказа. Я от всей души желаю палестинскому народу, чтобы они освободились от угнетателей, чтобы обрели свои дома, спокойствие, чтобы дети их жили в мире. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.